С незапамятных времен родовое начало олицетворяло собой не только связь с землей, но также мыслилось как форма существования человека в историческом пространстве. В Библии сказано: «Вот родословие Адама. Когда Бог сотворил человека, по подобию Божию создал его. Мужчину и женщину сотворил их и нарек им имя». Далее, вслед за прозвучавшим словом «родословие» следует призыв: «Плодитесь и размножайтесь». Согласно авраамической традиции, сыновья Ноя Сим, Хам и Ефет положили начало всем существующим народам, а вместе с ними началась мировая история. Книга «Бытия» Ветхого Завета представляет собой пересказ легендарной истории человечества и конкретно еврейского народа через перечисление огромного числа потомков сыновей Ноя. Один из его сыновей, Яфет, якобы положил начало племенам Северной Евразии. Древние ученые, объясняя происхождение известных им народов, возводили их предков к тем или иным потомкам праотца Яфета – Гомеру, Магогу, Мадаю, Ашкеназу и другим. Эти студии стали прообразом современной этнографии, истории и генеалогии. Например, персидский историк XIV века Хамидуллах аль-Казвини писал следующее. «Яфет бен Нух, мир ему, по словам некоторых историков, является пророком и посланником. У него было 8 сыновей: первый тюрк, второй хазар, третий саклаб, четвертый рус, пятый мишк, из семени которого происходят монголы, шестой чин и мачин, седьмой кимари, из семени которого происходят булгары, буртасы и башкиры, восьмой яван, греки, франки и прочие румийцы из его рода». Упомянутый в тексте кимари, мифический предок булгар, буртасов и башкир, соответствует библейскому Гомеру, олицетворению древних кочевников севера, киммерийцев. Вот этот библейский, вернее, авраамический контекст, это представление о том, что все народы произошли от праотца Адама, он требовал, чтобы любая локальная история, любая история любого народа, попадавшего в зрение мусульманских авторов, получала объяснение и связывалась по-арабски «васаля» с теми людьми, с теми событиями, которые описываются в Коране и в Библии. В прошлом одной из основных форм фиксации истории у башкир и других тюркских народов был жанр родословных – шежере. Слово «шежере» происходит от арабского «шаджара», то есть «дерево», и использовалось для обозначения понятия «родословное древо». Время, которое движется без людей, оно было непредставимо, оно было невыразимо для народов древности, и, соответственно, именно введение людей и структурализация времени по смене поколений, по человеческим действиям, это был единственный долгое время способ осмысления вообще такого феномена, как время. И, соответственно, этот архетип был унаследован и средневековыми культурами, и во многом наследуется до сих пор, что время существует постольку, поскольку оно заполнено людьми и их действиями. Башкирские шежере представляли собой не только поколенные списки имен, но часто представляли собой хроники, фиксировавшие реальные исторические события. Причем начальные части некоторых шежере башкирских племен начинались с имени Нуха, то есть коранического Ноя и его сына Ефета, и лишь затем начиналась реальная генеалогия того или иного башкирского рода. Эти связи были очень-очень разнообразными, то есть если большинство башкирских родословий и других памятников говорят о том, что башкиры относятся к ефетическим народам, то есть являются потомками Яфета, то, например, Таджадин ибн Елчугул в своем родословии связывает происхождение башкир с Хамом, с третьим сыном Ноя. Родословная башкир рода Кара-Кипчак начинается с коранического пророка Лукмана Хакима. То есть это вариаций было много, но тем не менее они так или иначе должны были быть привязаны к общей истории человечества. Однако многие башкирские шежере, игнорируя авраамическую концепцию истории, апеллировали к тюрко-монгольской традиции и тем самым отражали идеологию чингизизма.
Часть башкирских кланов действительно была достаточно плотно связана по своему происхождению с теми кланами, которые окружали Чингисхана и первых чингизидов. И, соответственно, миф о Чингисхане стал частью политического мифа башкирского народа, и в любом случае, в той или иной мере, в башкирские родословия включался. Потому что монгольское завоевание – это крупнейшее по масштабам событие в истории средневековой Евразии и в истории башкирского народа тоже. Башкирские шежере, помимо прочего, играли роль документов юридического характера. Поскольку башкиры были обладателями вотчинного права на землю, они удостоверяли принадлежность того или иного лица к родовой общине. В архивных документах упоминается много случаев, когда представитель той или иной башкирской родовой общины волей судьбы надолго или навсегда оказывался на чужбине. Но даже по прошествии 2, а то и 3 столетий потомки последнего могли вернуться в число вотчинников родной волости по предъявлении доказательств своего кровного родства. А таковыми были, как правило, шежере. Тому примером основатель села Бураево башкирец Бурай, вернувшийся на родину после того, как его предки 2 веками ранее поселились в Казанском уезде. Или же истории сел Кугарчи, Кугарчинского и Зианчуринского районов, основатели которых, башкиры рода Усярган, вернулись в XIX веке на родную землю после 300-летнего пребывания их предков в Казанском крае. Таким образом, башкирские шежере были естественным явлением, вызванным к жизни отнюдь недосужими развлечениями аристократов. Их появление в одних случаях было следствием историосовской рефлексии, а в других продиктовано жизненной необходимостью. Поэтому вполне естественно, что в 90-е годы прошлого века, после падения железного занавеса, в Башкортостане эта древняя традиция возродилась сама собой. Повсеместное проведение праздников родословной Шежере-Байрам «Здравствуйте, односельчане» съездов башкирских родов стало неотъемлемой частью культурного фона. Летом 2019 года наша съемочная группа побывала на одном из таких мероприятий в Дюртюлинском районе республики. У нас в Башкортостане очень много обращают внимание именно проведению вот таких мероприятий, как Шежере. Очень хорошее мероприятие. Вот где собирается несколько поколений родов. Например, сегодня у нас основатели рода Салимгареевых и основатели рода Гаятиновых, деревни Исмаилова, село Исмаилово сейчас. Для участия в мероприятии приехали представители 2 коренных фамилий села Исмаилово Дюртюлинского района – Салимгареевы и Гайнетдиновы. Некоторые из них впервые встретились со своими родственниками и с большим интересом знакомились со своим родовым древом. В одном из залов Дюртюлинского историко-краеведческого музея были выставлены шежере обеих семей, доходящих до начала XVIII века. Перед присутствующими традиционно выступили представители районной и городской администрации. Инициатором праздника стала Светлана Казанцева, в девичестве Салимгареева, которая лишь однажды в детстве побывала на родине своего отца. Поэтому связь с родными, оставшимися в селе Исмаилово, казалось, была утеряна навсегда. Однако архетип самоидентификации во времени, выраженный в традиции родословной, как древней форме измерения времени, в конце концов привел ее к этому месту. Я с родственниками своими вообще не была знакома. Один раз только, когда мы приезжали, вот Диларова, Насималова, они меня привезли, папа приехал, он жил в другом месте. И вот этот день он остался на всю жизнь. И когда я сделала родословную, мне очень захотелось передать родственникам, увидеть. Но я думала, вдруг пригодится. А на самом деле в прошлом году это был такой праздник в Исмаилово. То есть все собрались. Это был праздник рода, то есть я поняла, что мои фотографии есть в альбомах, что меня любят, что меня все знают. Спасибо вам огромное. Светлана живет в Москве. Педагог, психолог, специалист по профориентации. Став успешной бизнес-вумен, она никогда не забывала о своей малой родине и в глубине души всегда мечтала узнать, кем были ее предки. Значительные расстояния не стали помехой для ее поисков.
И я прекрасно понимаю, что все наши предки, наши деды, которые были в 725 году, да, еще которые мы знаем про них, что они тоже молились за своих детей, свои будущие поколения. И также я знаю, как мама, как психолог, то, что когда мы благодарим, когда мы живем в благодарности, тогда мы получаем благословение своих предков, благословение своих родителей. Вот это вот есть. Поэтому для меня вот этот праздник сегодня – это благодарность наших предков. Историк и этнолог Лев Николаевич Гумилев, размышляя над проблемой преемственности поколений, пришел к выводу о метафизической, едва ли не мистической связи между ними, выражающейся в том, что воля предков предопределяет судьбу потомков. Утраченные дни сильнее поколений, детей не упасут от пращуров отцы. Истоки наших чувств, восторгов и стремлений хранят в глухих гробах седые мертвецы. Мысль Гумилева не нова. В основе китайской цивилизации, одной из древнейших в мире, лежит убеждение о регулирующей роли неба. А нематериальное небо – это не что иное, как сон обожествленных предков китайского народа, который управляет земными процессами. Отсюда концепция мандата неба, получаемого руководителями Китая при условии справедливого правления и в соответствии с законами Дао. Что Китай всегда управлялся и до сих пор управляется мнимой волей усопших государей, это не подлежит ни малейшему сомнению, писал русский синолог XIX века Георгий Евский. Русские религиозные философы высказывали схожие идеи. Говоря о революционном сознании, порывающем с традицией, Николай Бердяев восклицал: «Вы неблагородно и низко пользуетесь тем, что наши отцы, деды и прадеды лежат в земле, в могилах и не могут подать своего голоса. Вы пользуетесь их отсутствием, чтобы устроить свои дела, чтобы использовать их наследство, не считаясь с их волей». Таким образом, благоволение предков обладает онтологией, то есть реальным бытием. Родительское благословение мусульмане называют словом «фатиха», без получения которого не совершалось ни одно дело. Поэтому вот здесь мои дети, мы сами живем в Москве, старшая дочка учится в Англии, то есть она очень ждала и встречу Исмаилова, то есть, ну не знаю, они так настолько прониклись деревней Башкирии, что приезжаем каждый год сюда. И вот это вот передать вот это наследие и научить благодарить своих детей, быть благодарным за ошибки за наши, да, за нашу любовь, вообще за нашу жизнь. То есть это дар. Так мы сможем когда-нибудь посылать благословение своим детям. То есть и вот эта вот связь, она должна сохраняться. Связь между предками и будущими поколениями. Обратившись в Национальный архив Республики Башкортостан, Светлана не ожидала, что всего лишь за месяц сотрудники учреждения смогут восстановить родословное древо Салимгареевых. Имя Салимгарей, от которого пошла фамилия, фигурирует в подворной карточке сельскохозяйственной переписи 1917 года. Салимгарей Сулейманов, сословие башкир-вотчинник, национальность башкир. Ему в это время было 61 год. У него было 7 сыновей, младшему из которых было всего лишь 5, а также новорожденная дочь. Итак, у нас родословная составлена 1725 года по наши дни, и я использовала документы ревизских сказок, ревизия 1811, 16, 59 годов. Ревизские сказки – документы, отражающие результаты переписи, ревизии населения XVIII-XIX веков. Сказка составлялась на основе устного сказа деревенского старосты о составе жителей веренного ему селения. Родоначальник Салимгареевых 3-летним мальчиком зафиксирован ревизией населения 1859 года. Ревизская сказка 16-го башкирского кантона 7-й юрты Исмаиловой деревни. Сулейман Даутов, 36 лет, и его сыновья Аюб умер в 1853 году, и Салимгарей, 3 лет. Дед Салимгарея, Дауд, отыскивается в ревизской сказке за 1816 год среди башкирцев той же деревни Исмаиловой.
Он жил во дворе своего брата Мухаммед Рахима Бекбатырова. Отсюда выясняется имя их отца – Бекбатыра. В материалах ревизии 1811 года значится, что Бекбатыр Ахметов умер в 1796 году в возрасте 41 года. Следовательно, он родился в 1754 году, однако год рождения его отца Ахмета неизвестен. Метрические книги мы смотрели до 1911 годов. Метрическая книга очень полезная, так скажем, потому что были моменты, где были немного несходств. То есть родственники говорили, что человек родился в такую дату, а метрическая книга утверждала другом. То есть документ, он всегда считается точный, документ — это правда. Рождение дедушки Светланы Тахави Салимгареева зафиксировала метрическая книга Оренбургского Магометанского духовного собрания. В записи за 1903 год приходской имам деревни Исмаиловой записал: Тахави родился 25 декабря. Отец Башкир Салимгарей, сын Сулеймана, мать Махи Камал, дочь Абдул-Малика. Таким образом, 7 поколений Салимгареевых налицо. Ахмед, живший в 1-3 XVIII века, затем следуют Бекбатыр, Дауд, Сулейман, Салимгарей, Тахави, Камиль и, наконец, Светлана. Знание 7 поколений было тем элементарным минимумом, которым должен был владеть каждый башкир. Это было необходимо не только для сохранения исторической памяти, но также для чисто прагматических целей. Так уж было заведено у многих народов, что кровными родственниками считались только представители 7 поколений, последний из которых, говоря по-русски, было 7-й водой на киселе. Только со следующего 8-го поколения разрешалось заключать браки между представителями одного генеалогического древа. Село Исмаилово Дюртюлинского района Башкортостана относится к числу старинных башкирских селений. Населяют его потомки башкир рода Елан. Елан – одно из древнебашкирских племен, происхождение которого ученые связывают с кыпчакской миграцией XI века. Армянский историк XII века Матвей Эдесский упоминает среди этой волны кочевников народ Оц, то есть народ змей, который соответствует племени Елан, чье название по-тюркски также значит «змея». Что касается названия села Исмаилово, то оно происходит от имени знаменитого Исмаила Муллы, жившего в начале XVIII века. Он был одним из предводителей башкирского восстания 1704-11 годов. В январе 1708 года большое башкирское войско вторглось в Казанский уезд, где вступило в сражение с царской армией. Очевидцы сообщали: а наперед, где пошел войною на государевы города под Казань Кусюм-Батыр, а с ним башкирцев 2000 человек, а после де его Кусюма пошел под Казань же Смаил Молла, а с ним башкирцев 3000 человек. Исмаил Мулла, имея под рукой 1500 воинов, разорил селение Чистое Поле, ныне город Чистополь. Интересно, что имя грозного предводителя башкир-еланцев отразилось в истории России с древнейших времен известного русского историка, академика, ректора Московского университета Сергея Соловьева. Сообщая о действиях против восставших башкир бригадира Бахметьева, он писал: «Бахметьев поспешно пошел вперед, чтобы не допустить башкирцев до воровского соединения. Перешел реку Ик, вступил в жилище самих воровских заводчиков. Крепкие и лесистые места, побил их на многих боях и загонах. Жилище выжег, много побрал полону. Лошадей, скота, захвачен был сын главного заводчика Муллы Измаила». Сегодня уже ничего не напоминает в Исмаилово о тех грозных событиях. Мында ең бірінші шул Исмаил деген мулла болған. Шул патша вақытында соғысқа жиып әмір бергендер де кетерге шул болған мужикларын жиып кеткен соғысқа қайтқанда жерсіз крестьяндарды мында алып қайтып орналастырып жөнін ишея башлаганнар. Война, о которой рассказывает наш собеседник, был тот самый поход в Казанский уезд. Как сообщают источники, Исмаил Мулла вывез много семей мусульман, спасавшихся от действий карательных отрядов,
и поселил в своих вотчинах в качестве припущенников или тептярий. Башта инде монда башкортлар килеп утырган, бу якка шул башкорт исеме шуннан килеп чыккан бит. Шуннан соң неге типтерлер килгән кешеләргә җирне теге яктан биргәннәр, теге якны типтерлер дип йөртәләр бит инде шуннан өчен җирне моны бу яктан бирмәгәннәр башкортлар үз ягыныкынан инде. Башкорт булган безнең милләт. Ана шул татарлар монда күп кыз татар булып киткәнбез инде. Алай башкорт. Безнең шәҗәрәләр менә Ризваннар Хакимовлар шәҗәрәсе безнең Ансан беләбез, аның картәтәсе белән минем картәләр бутуган. Одна из улиц села Исмаилово носит название Казанская. Но город Казань здесь ни при чем. Оказывается, она названа так потому, что дед Светланы когда-то водрузил огромный казан над родником, текущим в конце улицы. В восприятии героини нашей программы это стало знаком свыше. И было что удивительно, когда мы приехали на эту улицу, муж меня говорит: Свет, посмотри, я голову поднимаю, а там вывеска улица Казанская, я по мужу Казанцева. Это получается, что для меня вот этот казан как какое-то благословение моего дедушки на мое замужество, на мое семейное счастье. Это еще раз доказательство того, что наши предки, они нас поддерживают, нас благословляют. И вот только надо верить, наверное, это и принимать. Около этого памятного казана, установленного дедушкой Тахави, собрались представители фамилии Салимгареев, чтобы затем отвезти семейную реликвию в краеведческий музей. В празднике родословной также приняла участие Расима Асгаровна Мусина, известная в республике и далеко за ее пределами предпринимательница, создатель и владелец товарного знака «Пышка». До 7 лет я в деревне Исмаилов выросла, потом папа сказал, мои дети будут обучаться на русском языке, и бах, нас перевез в деревню Болтачево. Абсолютно русская деревня. Вчера мы тоже там были, она великолепно красивая, и, конечно, хочется вернуться туда и построить дом. Расима Асгаровна является представительницей знаменитого рода башкирских старшин Юрмийской волости, дворян Нагайбаковых, которые служили кантонными начальниками, офицерами и указными имамами башкирского войска. Однако в данной передаче речь идет не о них, а о материнской линии Гайнетдиновых, происходивших из села Исмаилово. Основатель рода Гайнетдин фиксируется ревизской сказкой за 1816 год, а дед Расимы Асгаровны со стороны мамы жил в начале 20 века и служил имамом в деревне Татарский Мениус, о чем сообщает указ его императорского величества, самодержца Всероссийского, башкиру деревни Исмаиловой Бирского уезда Мухаммеддину Гайнетдинову, который утвердился к означенной мечети согласно желанию прихожан. В 1937 году, когда раскулачивали, дед был мулла, а что там раскулачивать было, может, 2 овечки было, подушка, может, была. Жители этой деревни, когда деду сказали «в Сибирь ты», жители деревни встали и сказали: если вы нашего муллу отправите в Сибирь, мы все за ним уедем. Вот такой дед, я его помню, он действительно был такой божеский человек. Просто божья пташка такой был. Маленький кусочек есть, он был всегда доволен, благодарен миру. И он всегда говорил: «Токтагыз балалар, придет время, вернется вера в Бога, в доброту, в человечность». Он всегда так говорил. Десятки листов ревизских сказок, метрик и других архивных документов позволили восстановить родословную Расимы Асгаровны, сознательно забытую из-за некогда неудобного социального происхождения. Тем интереснее открывать ее заново, ведь в ней, как в зеркале, отразились несколько эпох истории Башкортостана. Времена башкирских восстаний, период кантонного управления и башкирского войска, годы революции и гражданской войны. Ближе к старости у меня появилось безумное желание узнать своих предков. Откуда, чего выросла, как они жили, как они работали. Всю жизнь я считала, что я вообще чистая татарка. Почему-то так вот. То ли близость к Татарии была, и потом я узнаю, что я чистая башкирка. Да? Конечно, для меня было лестно узнать, кто были мои предки.
Книга Екклесиаста говорит: «Нет памяти о прежнем, да и о том, что будет, не останется памяти у тех, которые будут после». Действительно, в прошлом было довольно трудно, да и не нужно, если ты не аристократ, хранить память о предках. Но времена изменились, архивы стали доступными, и в наш бурный век всю информацию по родословной можно поместить на флеш-карте или компакт-диске. Вы знаете, самое интересное это то, что мой дедушка, мамин папа, он считал себя безродным. И считал себя беспризорником. Его растила бабушка, потом его отдали в детский дом. И меня поразило очень сильно то, что в его родословной, во-первых, там была тамга, да, как принадлежность знатному роду. И вплоть до того, что было два документа, два приказа. Это приказ императора Александра I о назначении моих двух дедов, да, и там папа, сын, такая преемственность была. Они были управляющими деревни. Каждый человек склонен думать о предках как людях более достойных, более честных и отважных, чем он сам и его современники. «Не то, что нынешнее племя», — восклицал один из персонажей Лермонтова. Этот архетип сознания во все времена был залогом того, что люди задавали себе некоторую нравственную планку, на которую равнялись всю жизнь. Рассказами о деяниях седой старины они воодушевляли себя на подвиги и тем самым воспитывали молодое поколение. Мы сначала ничего не знали, но потом мама пришла и такая, я узнала, где жили наши предки 300 лет назад. И вся семья загорелась желанием поехать, узнать, познакомиться с предками, которые, не 300 лет назад, которые еще здесь живут. Я на самом деле сначала боялась, когда сюда приезжала, что нас не примут и так далее. Но сейчас все хорошо, нас приняли. И в целом, у меня яркие впечатления сложились. Старшая дочь Казанцевых родилась в Уфе, закончила школу в Москве, теперь учится в Норридже, университете Восточной Англии. И вот она в Исмаилово, где жил ее далекий предок Бекбатыр Ахметов и основатель девичьей фамилии матери Салимгарей. Твой народ — это твоя история, твоя кровь, а все равно часть тебя. Знать хорошо русский, хорошо татарский, башкирский, потому что это твоя история, это твоя страна. У нас очень богатая культура и побогаче многих народов. И я считаю, что вот та культура семейственности, которая здесь есть, она совершенно особенная. О неизбывной тяге людей к своим корням проникновенно писал поэт Павел Васильев. «Посулила жизнь дороги мне ледяные, с юностью, как с девушкой, распрощаться у колодца. Есть такое хорошее слово «родные», от него и горюется, и плачется, и поется». Слово «народ» происходит от слова «род». Значит, без рода нет и народа.